Уважаемые коллеги, я перехожу к тем инструментам, которые мы будем использовать для достижения вышеобозначенных целей по диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест в тех отраслях, которые не отрасли добычи. Итак, остановлюсь подробнее на каждой из таких точек роста. Ключевое значение придаем работе в инвестиционной сфере. В Республике Коми правительством совместно с предпринимательским сообществом проработаны порядка 150 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Из них 15 проектов идут на уровне бизнес-идей, 75 планируются к реализации, и в том числе из этих 75 40 в высокой степени проработки. Для их запуска к реализации сформирована вся необходимая правовая база, реализуется комплекс мер, направленный на привлечение инвесторов в регион, формируется инвестиционный имидж региона, строится система взаимодействия с инвесторами, в том числе через создание системы преференций. Региональные меры поддержки инвесторов включают в себя такие формы, как налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, предоставление на льготных условиях земельных участков, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, заключение специальных инвестиционных контрактов, СПИКи и другое. В конце 2020 года экономическим блоком правительства внедрены новые меры государственной поддержки. Это предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, заключение специальных инвестиционных контрактов с учетом СПИК, с учетом новых федеральных условий, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В результате в рамках реализации проектов инвесторам гарантируется предоставление целого ряда налоговых преференций, налог на прибыль, по налогу на имущество, возмещение затрат на создание сопутствующей инфраструктуры. Другая задача правительства – это максимальное использование действующих федеральных инструментов и форм поддержки, которые реально необходимы для реализации инвестиционных проектов, запуск новых производств. Во-первых, Министерству экономического развития и промышленности Республики поставлена задача включиться в представляемую правительством России возможность получения единой региональной субсидии в рамках 194-го федерального постановления. Постановление достаточно молодое, оно от 2016 года, но для нас это было крайне важным именно попасть в участники распределения средств по этому постановлению. И в условиях жесткого бюджетного дефицита мы заложили в республиканском бюджете на 2021 год 100 миллионов рублей именно на данный вид поддержки как наиболее приоритетный. Буквально несколько дней назад Минпромторг подвел итоги, по которым наша заявка, она была среди 52 субъектов, то есть это, в общем, очень серьезное соперничество. Наша заявка была признана 5-й, то есть это, по сути, мы такие отличники, причем из 52 на самом деле дошли до финала всего 25 участников. И вот из этих 52 мы 5-е, да, из 25 те, которые получили не просто там место, да, почетное, а получили средства. Итак, Минпромторгом России принято решение о предоставлении на условиях софинансирования средств федерального бюджета в размере 56 миллионов рублей. И я хочу подчеркнуть, что по сути это первый наш выход в свет, да, вот в такой федеральный свет, когда мы пошли не за национальным продуктом, да, не за национальным проектом, а пошли на основании заявки за деньгами, за которыми шли практически там, по полстраны, да, там 52 субъекта. И это крайне важно, потому что эта заявка, она дает, просто мы заявились, впервые, вот я повторяю, в сетке участников
и в сетке победителей появилась Республика Коми. То есть Минпромторг, вообще вот я вчера встречался с Денисом Валентиновичем Мантуровым, он был просто поражен. Он говорит, когда вы заявились, мы думали, ну заявились просто, что называется, за компанию. Но когда вы вскрыли вашу заявку, увидели, что вы, в общем, претендуете на очень многое, и понимаете, что вы уже проходные, что вы уже в лидерах, для нас это было второе открытие республики. А самое главное, ведь вы понимаете, когда мы заявляемся и побеждаем, это дает нам очень хорошую базу для следующего участия. Потому что видя эффективность вот этого выделения средств в субъекты, ведь это средства, которые будут по сути напрямую доводиться вот до тех как раз отраслей, которые я назвал выше, и это будут живые деньги на развитие производства. Но это программа, в которой, победив ты, да, ты уже заявился, ты их выходишь на следующий год, потому что это и в следующем году, причем в следующем году сумма будет увеличиваться Минпромторгом. Это уже тоже согласованная позиция. Соответственно, будучи лидером, ты имеешь очень высокий рейтинг на следующий год заявиться и снова получить эти средства. Но это не так, что ты прям пошел по инерции получать каждый год. Ничего подобного. Тут надо работать и работать. Но на самом деле этот прорыв очень был важен для нас. Можно было и проиграть среди 52. Итак, значит, куда пойдут эти средства? Они пойдут, как я сказал, уже на финансовое обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Республики Коми, который, в свою очередь, будет предоставлять льготные займы промышленным предприятиям для реализации инвестиционных проектов. За 3 года реализации мероприятий региональной программы ожидается вложение инвестиций в объеме 750 миллионов рублей. Объем отгруженной продукции промышленного производства в рамках 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И это даст нам ожидание создания порядка 130 новых рабочих мест. Далее, 29 декабря прошлого года Минэкономразвития Республики Коми направил 5 новых инвестпроектов для рассмотрения в Министерстве экономического развития Российской Федерации. А какие это проекты? Это строительство завода по производству карбидов и ферросплавов в Инте. Это заявка, по сути, на новое градообразование в городе, где сегодня градообразующего предприятия нет. Модернизация комплексного лесопильного производства Сыктывкарского лесопильно-экспортного завода. Комплексное производство по извлечению, переработке и утилизацию нефтешламов в последующей рекультивации загрязненных территорий в городе Усинске. Добыча и переработка щебня на участке Ишкемес Усть-Кулумского района. Развитие застроенной территории в городе Сыктывкаре и в случае соответствия этих проектов всех требованиям постановления 1704 заявленные инвестиционные проекты будут включены в сводный перечень. И что это позволит? Это позволит направить средства регионального бюджета, высвобождаемые в результате погашения задолженности Республики Коми перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в объекты транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестпроектов.